Первыми встав на защиту своей родины, участники спецоперации каждый день рискуют своими жизнями. Не жалея сил, они проходят множество трудностей, которые испытывают самообладание бойца и быстрое принятие стратегических решений в боевой обстановке. И кто, как не защитник своей родины, заинтересован в ее разностороннем развитии? Так, главой республики Айсеном Николаевым был инициирован региональный кадровый проект «Якутия. Земля героев», который стартовал в феврале этого года. Программа уникальная, реализуется впервые. Называется тоже уникальное название «Якутия. Земля героев». На нее участвовать в ней, претендовать на участие могут те, кто является участниками специальной военной операции. Причем мы делаем отбор как тех, кто уже демобилизовался и могут приступить к обучению непосредственно после всех процедур отбора, но и те, кто сейчас находится на передовой, они также могут пройти отборочные испытания, и мы их включаем, таких людей отбираем тоже 25 наиболее мотивированных и лучше прошедших оценочные мероприятия, включаем их в резерв для того, чтобы потом, когда произойдет демобилизация, они могли начать обучение, уже не проходя никаких оценочных мероприятий. Таким образом, всего 50 человек мы можем в течение ближайшего месяца отобрать, составив 2 списка. Участвовать в программе могут граждане России, принимавшие участие в СВО, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Оцениваются не только знания и компетенции, но и уровень мотивации, что подтверждает пример Николая Потапова, который давно решился на обучение. Я заинтересовался программой «Земля героев» по простой причине, что здесь есть возможность пройти обучение у себя на родине в Якутии. У меня есть мечта работать в IT-корпорации, возглавить IT-корпорацию. Я начал создавать уже сеть IT-компаний и занимаюсь активно этой деятельностью, но мне не хватает компетенций, то есть мне не хватает базовых знаний, которые должны даваться системным подходом. То, что я где-то там узнал информацию, где-то там уточнил, узнал, где-то услышал, где-то сам подслушал или что-то написал, это не то. Системный подход – это когда у тебя есть наставник, и у тебя он дает базу, и ты на фундаменте этой базы уже можешь выстраивать опыт своей компании, строить опыт своей компании. И мне это нужно в первую очередь для строительства своей корпорации, своей компании и, возможно, даже в госкомпаниях работать. Процедура подачи заявки на обучение по программе «Якутия. Земля героев» предельно проста. Участникам необходимо было пройти 3 этапа – регистрацию, подтверждение анкеты и написание эссе. Второй этап – это конкурсный отбор, это тестирование, диагностика управленческого опыта и потенциала. А также после того, как человек пройдет отбор, при успешном отборе он приглашается на очное собеседование. Очное собеседование – решающий этап, оценивающий не только готовые результаты тестов и послужной список, но раскрывающий самого героя. Этап собеседования очень важен, он очень значим, потому что личное общение, оно создает доверительную атмосферу, в которой участники могут максимально раскрыться. И здесь, конечно, можно оценить те качества, которые невозможно увидеть через оценку анкеты, через оценку каких-то тестов. Здесь очень важно смотреть, как человек коммуницирует, как он взаимодействует, как он формулирует свои мысли, как он умеет их отстаивать, аргументирует. Всего для участия в проекте поступило более 600 заявок с разных районов республики и даже из других регионов страны. Так, член общественного совета проекта, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан заявил, что наш регион стал лидером Дальнего Востока по приему заявок для участия в кадровой программе «Якутия. Земля героев». Зная в сравнении с другими субъектами Дальнего Востока, где подано от 200 до 300 заявок, Якутия в этом плане является определенным лидером. Прекрасно понимаю, что участники специальной военной операции, будучи на передовой, принимают управленческие решения очень быстро, оперативно, потому что в той обстановке, которая складывается на линии боевого соприкосновения, иного быть не может. И регулярно бывая в зоне специальной военной операции и наблюдая храбрость, отвагу
благу этих участников. Это логично, что они сейчас, возвращаясь к своей мирной жизни, хотят принести пользу своему родному краю, Республике Саха-Якутия. Проект стал аналогом федеральной программы «Время героев», запущенной президентом России. Основная цель региональной программы – поддержать и раскрыть потенциал военнослужащих СВО, направив его на благополучие и динамичный рост республики. Это кадры, а кадры решают все. Поэтому очень нужны такие люди, которые сильные, доказали своим героизмом именно на поле боя, именно ценой своей жизни и не жалея себя, доказали, что они нужны стране, что они могут ее защищать не только в трудное время, но и в мирное время. То есть быть полезными для общества, прежде всего быть открытыми, не бояться принимать решения. Поэтому эта программа, еще раз говорю, она очень нужна. Выпускники программы, понятное дело, будут привлекаться во всех сферах деятельности, и очень важно, чтобы они присутствовали практически во всех отраслях, начиная от образования, заканчивая народным хозяйством. Для тех, кто справился с отборочными заданиями, будут представлены наставники. Ими выступят опытные сотрудники госучреждений, предприятий и общественных организаций. В прошлом году стартовала программа «Время героев», где участвовал Игорь Васильевич Юргин, герой Российской Федерации. На сегодняшний день он является исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям. И мы видим, какие ориентиры, какие принципы, какое направление задает именно наша молодежи. Участники программы пройдут 3 продолжительные стажировки в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях. По окончанию обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке по направлению государственное и муниципальное управление. Больше всего радует та серьезность, которая подходит, отсутствие формализма, а именно заинтересованность людей заметно, как подходит к этой программе. И я надеюсь, что и наши, скажем так, студенты, которых мы набрали, что они тоже поймут до конца ту серьезность, на которую ее возлагает страна и наша республика в частности. Этот проект, я так думаю, в дальнейшем он поможет ребятам прийти в себя здесь, на Гражданской, потому что оттуда они будут приходить, они просто будут путать все на свете. Это 100%. Это я вам по себе говорю. Так что и вот этот проект, он даст им возможности, очень много возможностей, как в учебе, так и восстановлению в этой жизни. То есть оттуда, короче, надежды очень большие на этот проект. Надеюсь, что все получится и все будет так, как задумано. По итогам всех отборочных этапов были выявлены 25 финалистов. В рамках заседания Общественного совета программы были обсуждены детали дальнейшего обучения участников. Так, курс стартует 16 июня 2025 года и продлится до 9 мая 2026. Обучение у нас будет очно-заочное, то есть у нас предполагается 4 очных модуля, которые будут проходить на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Содержание программы в основном касается госуправления, экономики, финансов, все те управленческие технологии, которые сегодня актуальны в Российской Федерации, в республике. После каждого очного модуля у нас предполагается стажировка на уровне органов государственной власти, на уровне органов местного самоуправления, в госпредприятиях и в госучреждениях. То есть участники смогут действительно попробовать, посмотреть, поработать, можно сказать, во всем госсекторе республики. Кроме этого, были отобраны заявки 25 участников, которые на данный момент находятся в зоне проведения спецоперации. По окончанию службы они также пройдут обучение. Когда закончится СВО, люди не должны ощущать, что они выброшены из этой жизни, то, что они остались как бы без поддержки. Вот эта программа, она как раз дает шанс на то, чтобы дальше они продвигались, чтобы был рост, чтобы был профессиональный рост, чтобы они могли свои данные, свои навыки применить в обычной жизни, адаптироваться к ней хорошо. В дальнейшем количество участников в программе продолжит расти, а в 2026 году Якутия получит первых грамотных управленцев, которые внесут значительный вклад в развитие республики в самых разных ее отраслях жизни.